Мы собрались для того, чтобы рекомендовать президенту Республики Абхазия продлить все те меры, которые были озвучены в прошлом распоряжении, в связи с тем, что в Республике Абхазия последние 6 дней эпидемиологическая характеристика по заболеваемости становится неблагоприятной. Наблюдается стабильный рост заболевших. То есть цифры ежедневные дают нам информацию, что в эпидпроцесс включаются не только пожилые люди, но уже и молодые, и задействованы дети. Скорее всего, эти новогодние праздники и те мероприятия, которые предшествовали новогодним праздникам, которые проводились в объектах общественного питания, и дали соответствующую картину. Только для того, чтобы не усугубилась ситуация и чтобы наши пациенты получали адекватную медицинскую помощь, а медицинского персонала в Республике Абхазия становится меньше, скажем так. До новогодних праздников помогали еще российские коллеги. В настоящий период времени они выехали, и нам приходится справляться собственными силами. Естественно, наши медики довольно-таки измотаны, работают с очень сильной нагрузкой. Они дежурили и в выходные, и в праздничные дни. Естественно, смены практически у них нету. Почему? Потому что в настоящий период времени задействованы все лечебные учреждения, центральные районные больницы всех регионов республики, потому что заболеваемость растет и по всем территориям. Нельзя выделить какой-то один регион, например, город Сухум. Конечно, город Сухум впереди всех, но заболеваемость регистрируется во всех территориях. Вот в эпид-процесс, как я уже сказала, включились дети. Так, например, за сутки заболеваемость зарегистрирована среди 12 человек детей. Вот, это из 169. Это я привожу вам данные последнего тестирования, которые проведены в лаборатории Республиканской санитарно-бактериологической. У нас увеличился объем обращаемости в лечебные учреждения. Так, пациенты с симптоматикой, уже довольно-таки сильной и мощной, обращаются за тестированием. И вот идет, скажем так, стабильный рост выявляемости. Если раньше у нас было, например, 10-15% от обратившихся в лечебное учреждение, то сейчас до 30% именно с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Поэтому мы в настоящий период времени были вынуждены рекомендовать президенту оставить все те ограничительные мероприятия, которые существовали в республике до этого момента, и некоторые пункты ужесточить. Так, например, эти меры коснутся, скорее всего, объектов общественного питания, которые, скажем, халатно отнеслись к нашим рекомендациям, к нашим предостережениям о том, что в Республике Абхазия, если мы и дальше продолжим работать в том же режиме, то есть не исполнять тех требований, указанных в распоряжении, то вынуждены будем даже объявить локдаун. Наши жители должны получать своевременную медицинскую помощь. А когда количество обращающих в лечебные учреждения становится много, то собственными силами Республика Абхазия, естественно, справиться уже не сможет. Значит, ограничительные мероприятия мы продлили до 15 февраля. Но мы рекомендовали, конечно, президенту
какие условия и какой временной промежуток примет он, это его прерогатива. Вот, до 15 февраля в том же объеме то, что касается общественного питания, то закрыть и оставить только те объекты, которые имеют возможность готовить продукцию свою для доставки по заказам. Вот в таком плане. Еще ограничительные мероприятия ужесточены по общественному транспорту. Это будет касаться маршрутных такси, то есть перевозчик обязан перевозить только граждан в лицевых масках. Плюс лицевые маски или щитки – это уже не рекомендательный носит характер, а обязательный. Были рекомендованы президенту и, естественно, соответственно исполнителям ограничить работу вещевых и центральных продуктовых рынков, но это по графику, согласованным с администрациями городов и районов, для того, чтобы было время на обработку, на дезинфекцию и так далее. Почему? Потому что то количество посетителей этих мест, вы видели, в предпраздничные дни просто зашкаливало. Поэтому такие меры, естественно, тоже были рекомендованы. Плюс, естественно, ставился вопрос министром просвещения и языковой политики об открытии начальной школы и детских садов, то есть дошкольного образования. Да, когда у нас в декабре месяце регистрировалось снижение заболеваемости, заболеваемость была в контролируемом русле, мы уже даже предпринимали шаги к тому, чтобы открыть некоторые заведения, во всяком случае выборочно ставить вопрос, если это учреждение готово к работе вот в этот период, то, соответственно, проводить проверки, инспектировать и готовить их к открытию. Однако же на сегодняшний период времени, вот сейчас по этой ситуации, говорить об этом рано. Мы оговаривали точно так же вопросы. То есть Министерство просвещения и языковой политики будет готовить все те требования, которые мы им прописывали в летний период. Естественно, будут проводиться контрольные проверочки, естественно, будут посещаться, смотреться и так далее. Довольно-таки ситуация усугубилась только проведением праздничных мероприятий. Почему? Потому что это была скученность, это были праздники, проведенные не на улице, а именно в помещениях. И поэтому, конечно, это дало свой толчок такой для того, что это нельзя сделать прямо с сегодняшнего дня.